Реалистическая проза занимает важное место в славянской литературе XX века. Именно в рамках славянской реалистической прозы формируется детская проза. Ее создают писатели, уже известные произведениями для взрослой аудитории. Славянскую реалистическую прозу для детей издавали на русском языке с 1961 по 1985 год. Это 7 детских повестей, вышедших в издательстве «Детская литература», и 5 рассказов, которые публиковались как в виде отдельных изданий, так и в составе сборников и на страницах детских журналов. Переводили их Ирина Макаровская и Ольга Кутасова, а позже Леонид Яхнин. Все переведенные повести рассчитаны на средний школьный возраст, иногда на младший школьный. Их основные темы – это социальная несправедливость, с которой сталкивается ребенок и подросток, а также сохранение родного языка и национальной идентичности. Их действие разворачивается в межвоенный период или в годы после Второй мировой войны на территории современной Словении. Исключением является приключенческая повесть Тонаса Лишкара «Экипаж синей чайки», где нет ни намека на то, что действие происходит в Словении. Это первая из славянских детских повестей, переведенная на русский язык. Она вышла в 1961 году в сокращенном переводе Ирины Макаровской с пометой для младшего школьного возраста. В Словении повесть была опубликована в 1936 году и с тех пор была переиздана больше 10 раз. Она была переведена на иностранные языки, а в 1953 году по ней вышел одноименный фильм на сербо-хорватском языке режиссера Бранко Бауэра, а в 1970 году славянский телесериал Франце Штиглица. Основной пафос книги – только общий труд, общая собственность позволит людям труда добиться лучшей жизни. Эту идею продвигает главный герой, 12-летний Иво. Но его окружение настроено враждебно, потому что такие же идеи пропагандировал его отец. Собрал с соседей рыбаков деньги на моторную лодку и все промотал. Иво собирают команду мальчишек и выходит в море на отцовском паруснике «Синяя чайка». Вместе они разоблачают контрабандистов, учатся морскому делу и победоносно возвращаются на родной остров. В 1964 году в переводе Ольги Кутасовой вышла повесть Франце Бевка «Тончик». Действие повести происходит в итальянском городе Горица под властью фашистов. Отец маленького Тончика, оставшись без работы, вынужден поменять славянскую фамилию Деветак на итальянизированный вариант Деветта, чтобы община оплачивала жилье ему и семье. Сам Тончик в школе и на улицах должен говорить только по-итальянски. Он не в состоянии прочесть письмо от дяди, написанное по-словенски. Родня из Югославии смеется над его плохим знанием родного языка. Его жестоко избивает отец, и Тончик сбегает к родным в Югославию. Его отправляют обратно. К счастью, из Америки возвращается дядя Томаш. Он намерен вновь открыть мастерскую и взять на работу отца Тончика. Дядя обещает учить Тончика словенскому языку. В 2015 году повесть переиздана в сборнике переводов Ольги Кутасовой, который вышел тиражом 1000 экземпляров в центре книги Рудомино. Это единственное произведение славянского автора в сборнике, причем нигде нет указаний на то, что это детская повесть, а сам сборник имеет возрастную маркировку 12+. В 1971 году в переводе Ирины Макаровской вышла приключенческая повесть Леопольда Суходольшина «Спрятанный дневник». Действие повести происходит в конце 50-х. Главный герой, восьмиклассник Мирт, после смерти отца переезжает с матерью в Каринтию к родным. Там он с 2 приятелями начинает исследовать шахту в поисках дневника, который вел его отец во время войны. Вскоре они обнаруживают, что в шахте воры устроили склад металла с ближайшего завода и помогают задержать их, а заодно находят дневник. В Словении повесть получила книжную премию «Злата книга». В 1976 году вышла автобиографическая повесть Бранки Юрца «Родишься только раз» в переводе Ирины Макаровской. Вскоре после Первой мировой войны семья Бранки переезжает из Горицы в Марибор, который хотят забрать себе австрийцы. Они живут бедно, сталкиваются с несправедливостью и притеснениями. Главная героиня выступает против уроков религии в школе и постепенно проявляет себя как будущая коммунистка. В 1977 году в переводе Ольги Кутасовой вышла повесть Франце Бевка «Черные братья». События снова происходят в Горице осенью 1928 года. Главные герои, 5 12-летних словенцев, создают подпольную организацию «Черные братья». Они расклеивают по городу самодельные листовки с призывами к независимости славянского народа. Интересно, что участие в судьбах мальчиков и сочувствие к их идеям проявляют только женщины. Отцы и братья не высказывают сепаратистских идей и не протестуют против фашистского режима. Только после смерти одного из мальчиков, замученного в тюрьме, взрослые словенцы Италии задумываются о национальной независимости. Но когда комиссар полиции на его похоронах запрещает песни и надгробные речи, никто не осмеливается протестовать. В 80-м году в переводе Ирины Макаровской под одной обложкой вышли 2 повести Антона Ингулича «Мальчик с 2 именами» и «Тайное общество ПГЦ». Действие обеих повестей происходит в 50-м году. Герой повести «Мальчик с 2 именами», 11-летний Курт, обнаруживает, что его немецкая семья приемная, а сам он словенец Янку Слапник. 6 лет назад его приемный отец, эсэсовец, убил его отца-партизана и отправил в концлагерь его мать. На протяжении всей повести ребенок пытается воссоединиться с настоящей матерью. Герои повести «Тайное общество ПГЦ», мальчишки лет 11, организовали «Тайное общество собирателей кнопок».
Эти невинные забавы занимают их всецело. Идиллию разрушают ненавязчивые упоминания о недавнем прошлом персонажей, создавая удивительно мрачный фон. У одного из них весной умерла мать, а отец пропадает в мастерской, поручив 2 детей заботам старой глуховатой родственницы. Старик-сосед коллекционирует настенные часы после того, как умерли его жена и сын. Главный герой, Михец, живет с бабушкой. Отца партизана убили фашисты, мать погибла в лагере. Он сам год после освобождения жил у немцев в приюте, а затем в детском доме. Только за 3 года до событий повести бабушка его отыскала. Мальчики решают проблемы взрослых. Они обнаруживают, что секретарша домового совета хочет выжать Михеца с бабушкой из квартиры, чтобы вселить туда своего дядю-форцовщика. На общем собрании жильцов Михец выводит ее на чистую воду. Соседка уходит из семьи к любовнику. Михец помогает ее 4-летней дочке развесить объявление «Найдите маму» и размышляет: «Я б, не задумываясь, украсил весь город подобными объявлениями, если б хоть одна живая душа знала, где могила моей матери». Тайное общество тратит все свои кнопки, развешивая объявления по городу, и женщина возвращается в семью. Тематика рассказов более разнообразна и в большой степени зависит от издания, в котором рассказ опубликован, но местом действия также является Словения. Аудитория рассказов шире, от дошкольного до среднего школьного возраста. В 1963 году в журнале «Пионер» опубликован рассказ Тонеса Лишкара «Рассказ об упрямом, но умном муле» в переводе Лебедевой. Половину этого номера журнала занимают материалы из сербского детского журнала «Змай». По большей части это стихи и рассказы югославских авторов о партизанском движении в Югославии во время Второй мировой войны. Рассказ Лишкара не исключение. Это анекдотический случай из жизни славянских партизан, которых спас вьючный мул. Оказавшись среди фашистов, мул не растерялся. Он легал и кусал немцев, а затем убежал в лес к своему отряду. Партизаны были рады и растроганы, целовали мула в морду и угощали сухарями. Сентиментальная сцена уравновешивается циничным финалом. Вот, дорогие пионеры, какие были наши партизанские мулы. Правда, мы потом своего съели, но это совсем другой рассказ. Не будем класть 2 рассказа в один мешок. В 70-м году в переводе Ирины Макаровской выходит рассказ «Кружка каши» Кристины Бренковой. Он опубликован в сборнике «Дети мира», где Югославия представлена 3 рассказами. «Кружка каши» – это спокойный, пасторальный рассказ о том, как мальчик Матиц отправился из бабушкиной деревни к родителям в Любляну, замечтался по дороге, опоздал и приехал только вечерним поездом. Рассказ выбивается по настроению из общей тональности сборника, тяжелого и мрачного. В 1984 году в люблянском издательстве «Младинская книга» вышел сборник Славко Прегла «Сказки и рассказы» в переводе Леонида Яхнина. В сборник вошли 3 рассказа: «Руководство для бродяг», «Ужасные братцы» и «Скверная история». Персонажи рассказов Прегла живут в дружелюбном идиллическом мире изобилия. Все семьи полные, дети не пытаются решать проблемы взрослых, таких проблем просто не существует. Функция родителей – следить, чтобы дети не расшалились, и возвращать их в социально приемлемые рамки с помощью рукоприкладства, что подается как дело совершенно обыденное, закономерное и справедливое. Интересы героев не простираются дальше стычек с ребятами из соседнего двора, кладоискательства, коллекционирования монет и значков. Главные герои «Ужасных братцев», двоюродные братья Ариан и Давор, решают стать ужасными, то есть очень сильными, и с этой целью принимаются делать все то, чего от них всю жизнь добивались родители. Есть кашу и печенку, умываться, мыть руки после улицы, быстро самостоятельно одеваться. Таким переменам изумляются и родители, и воспитательницы в саду. Это типичный дидактический рассказ для дошкольников о пользе послушания. Через год «Скверная история» вышла отдельным изданием в Ташкенте на узбекском и русском языках. На этом издание славянской реалистической прозы для детей у нас прекратилось на долгие годы. В последние несколько лет российский рынок детских книг переживает расцвет. Издается в том числе много переводных книг. Среди книг славянских авторов, изданных у нас, преобладают художественные и развивающие книги для дошкольников. Только в этом году среди них появились и произведения для среднего школьного возраста. В издательстве «Стрекоза» готовятся к выходу 2 современные повести Винко Мидерндорфера «Как в кино» в переводе Евгении Шатько и «Меня зовут Андрей» в моем переводе. «Как в кино» – это первая детская повесть Мидерндорфера. Главный герой – 11-летний Гашпер, который пытается компенсировать дефицит живого общения с родителями просмотром фильмов и общением в интернете. Его родители расходятся, и отец отправляет его на лето к странному незнакомцу Максу, который живет в лесу, в разноцветном доме, без телефона, телевизора и компьютера. На велопрогулке Макс сообщает Гашперу, что он его настоящий отец. Повесть заняла 1 место на ежегодном конкурсе «Мудра птица» в 2013 году, удостоена премии «Десятница» за произведение для детей и подростков в 2014 году и премии «Вечерница» за лучшее произведение для юношества в том же 2014 году.
Повесть «Меня зовут Андрей» вошла в число номинантов премии «Десятница» в 2019 году. Она посвящена темам, непривычным для славянской детской прозы, взрослению и сексуальности подростка, его принятию себя и своего меняющегося тела. Главный герой книги, 14-летний Андрей, это замкнутый, неуверенный в себе, домашний подросток. Он пытается обжиться в новой школе, рефлексировать на темы смерти и одиночества. В начале повести его единственный друг – это его бабушка, которую он часто навещает в доме престарелых. Затем он сближается с одноклассницей Соней, дружеские отношения с которой постепенно превращаются в романтические. В повести появляется ранее табуированная тема подросткового секса. Он подается без осуждения, как естественная и радостная часть общения влюбленной пары. Параллельно развивается любовная линия матери Андрея и ее молодого человека. Две пары проходят через одни и те же испытания, причем Андрей помогает матери советами. Интересно, что герои славянских детских повестей, изданных в советское время, в соответствии с канонами тогдашней детской литературы, были частью компании сверстников. А главные герои двух повестей Мёдерндорфера – одиночки, которым трудно наладить контакт со сверстниками. На первый план выходят их взаимоотношения со значимыми взрослыми членами семьи, а дружба со сверстниками реализуется уже не в формате приключений большой компании, а один на один. Это в принципе характерно для современной отечественной и зарубежной детской литературы, не вполне социализированный главный герой, у которого только один друг или вообще нет друзей. Спасибо. Понятно. Ну, Маш, я поскольку читаю только то, что Александра Николаевна переводит, красавец, поэтому у меня есть более близкой, так сказать, по возрасту в голове только Чифур и Вон. Но это не детская литература, там главный герой. Да, я поняла, да. Ну вот Чифур и Вон, это как бы, ну, поближе, там речь идет тоже о школьниках. Я, кстати, с удовольствием прочитала эту книжку, она мне очень понравилась. Там немножко другая проблематика. А вот то, что, ну, распад Югославии там и так далее. А вот то, что вы рассказываете вот по последним, я так понимаю, я не очень как бы книжки для подростков читаю, но иногда захожу и смотрю Еврокино, фильмы, и, видимо, действительно это такая вот общая какая-то идет тенденция, ну, я имею в виду то, что касается вот молодежных, там, подростковых проблем. Видимо, да, какой-то такой эскапизм. А, коллеги, есть какие-то вопросы? У меня такое наблюдение. Спасибо, интересно. Интересно, конечно. И для меня все ново. А у меня такое наблюдение, мне кажется, что вот славянской подростковой литературе повезло в каком плане, потому что были хорошие переводчики этой литературы, поэтому она так у нас хорошо и переиздавалась, и известна, потому что, скажем, вот я могу сравнивать с польской литературой, вот последние годы детской литературы практически не было переведено ничего. То есть вот как-то потеряли к ней интерес, хотя наверняка там есть интересные какие-то произведения, которые можно было бы перевести. Я их просто не знаю, но так предполагаю, понимаете? А вот в славянской литературе вот хороший перевод, и это сыграло свою роль, безусловно. Не могу с вами согласиться. Польская литература сейчас активно переводится, просто сейчас на рынке больше копируются издания для малышей, для дошкольников. Всякие там развивайки и там терапевтические книги. Например, есть польская книга про то, как малыш боится темноты, справляется со своим страхом. Переиздаются польские детские книги, которые издавались ранее, например, «Голубая бусинка». Чехи тоже издаются у нас. С западными славянами все нормально. Кстати, сербские детские авторы тоже переиздаются. Бранко Чопич переиздается. Это все очень активно поднимается сейчас. Вот именно такая ностальгическая детская литература. Там, наверное, еще посольство, да, спонсируют, да, Маш? Нет, кстати, нет. Такого нет, я не встречала, чтобы посольство спонсировало. Нет. С японской литературой детской такое бывает. Только не посольство, а японский фонд, некоммерческая организация. А вот сербы и прочие, нет. То есть славянцы... это чисто издательская инициатива и востребованность есть, да, я так понимаю? Да, причем это, конечно, риск, потому что для среднего и младшего школьного возраста это покупается хуже, чем для дошколят. Но, видимо, есть спрос, и издательства идут на этот риск. Вот. Что касается славянских авторов, детских авторов, они не переиздаются. И вот эти вот две последние повести Мёдерндорфа, вы видите, какой был большой временной промежуток между 1985 годом и 2021, когда эти книги должны выйти. И тематика совершенно сменилась, и герой сменился, и, в принципе, эти книги, вы видите, они популярны на родине, у них премии, там, конкурсы выиграны, они уже переведены на другие языки, то есть наши современные издатели берут уже проверенные проекты.
Маша, а как это стыкуется вот с тем, что у нас в детской литературе происходит, или вы не очень представляете? Я имею в виду, ну вот наша отечественная детская подростковая литература. Ну, по Что проблематике именно? тематики. Не Вы заглядывали? имеете в виду, ага, так, ну Чувствую. смотрите, издательство «Флагман» сейчас по табуированным ранее темам в детской литературе, это, конечно, «Самокат». Немножко позади идет «Белая ворона», которая переиздает, как правило, старое, там, Марию Грифа, то, что издавалось в Союзе, и ориентирована более на скандинавов. А вот «Самокат» ориентирован, в принципе, на всю Европу, и японскую литературу тоже захватывает, насколько я знаю. Это очень широко все охватывает. «Самокат», да, работает с такими темами. А Западная Европа, она вот, ну, старая Европа, она, в принципе, переводится, потому что у нас, по-моему, не очень она как бы и переводилась-то, или это мои представления? Вы имеете в виду бывшие страны, кап-страны, да? Ну, Франция, Италия, там, Германия. Да, именно. Вот это все замечательно. «Самокат» выхватывает, следит за этим и издает. И поднимает там темы, которые, ну, только, скажем так, довольно либеральные родители согласны предложить своему ребенку для чтения. Сексуальность, гомосексуальность, что еще там, ну, такое Тиражи большие, Маш, не знаете? Что? Ну, тиражи большие. Тиражи «Самоката», по-моему, от 1000 до 1000 там или 5000. сколько? 1000 или 5000, вот От примерно. 1000 до 5, да. Ну, то есть вот как бы стандартный такой тираж. Да, да. И спрос есть, у «Самоката» есть своя аудитория. Ну, то есть хоть что-то у нас все-таки в детской подростковой литературе происходит, потому что я, честно говоря, вот от этого далека не очень за этим за всем наблюдаю, потому что у меня сложилось ощущение, что там вообще как-то тишина, оказывается, нет. Нет, в последние несколько лет в детской интересно. литературе и подростковой на русском языке произошел просто взрыв. Появилась куча талантливых писательниц, которые стали освещать вот эти вот прежде неудобные темы: развод родителей, смерть, друзья гомосексуалы, сексуальная ориентация. Все, что ранее было от детей, подростков просто закрыто в детской литературе, во всем этом теперь в «Самокате» свободно пишут, и это прекрасно. Вот, то есть современная русскоязычная детская литература, она вполне себе на той же волне, такой либеральной, что и современная западноевропейская. Ну, это понятно, границы открыты, в общем-то, информационные, по крайней мере. От этих тем все равно никуда не денешься, их придется обсуждать. Куда уж тут денешься. А я тут прочитала в интернете, что собираются переиздавать Чарскую. А ее не переиздают? Уже переиздают. Сказала, что она переиздается, нет? Конечно, она переиздается. Сентиментальный сборник для девочек переиздается. Чарская, по-моему, они достаточно активно переиздаются, и там много чего. Но я так понимаю, что у нас вот, ну, как бы эти ретро-издания, они уже давно идут. Ну, вот переиздание того, что было у нас, там, скажем, как это, «Запретный плод». Они, ну, в принципе, они шли, но там они не попадают все-таки в современную проблематику. Ну, современная аудитория у Чарской есть. Вы знаете, что популярность Чарской, она набегает волнами. За последние лет сколько? 100-120 волнами идет ее популярность. Есть, я знаю, форум любительниц Чарской. Было многотомное переиздание несколько лет назад, но там, к сожалению, перепутали все тома. То есть там же у нее целые серии, которые хронологически идут роман за романом, и там все перепутали при издании. И вот на форуме верные читательницы восстанавливают справедливость и пишут, что в каком порядке читать. Вот. Потом тексты редактируются, и зачастую не совсем удачно, тексты Чарской в новых изданиях. И вот только обществом, только фэндомом, собственно, только форумами чарсковедение и живо, потому что фанатки восстанавливают первоначальные тексты, восстанавливают нелепейшие редакционные лакуны и, в принципе, сохраняют... Маша, ты знаете, это исключительно от небрежности, потому что я сама лично, мне попадалось, извините, Гончаров-Обломов, где были вставлены куски из черновых редакций. Мне попадались издания, прости господи, «Мастера и Маргариты», где были пропущены главы. Это, к сожалению, ну вот, как сказать, такие издательские небрежности. Ну, то есть они не от большого ума это делают, Алена, что касается «Мастера и Маргариты», это большая текстологическая проблема.
поскольку нет канонического текста. Нет, я понимаю, но в любом случае все эти вещи оговариваются. А просто в разных собраниях? Нет, но я Ну, понимаю, это то же самое можем вспомнить склоку с ревизором, да, я не знаю, с чем угодно, с шинелью, ну, я имею в виду вот такие самые... Но ревизор и шинель, они, по крайней мере, конкретно... Нет, там тоже в 50-е годы там были свои проблемы.